Не буду и не хочу каких-либо длинных лекций относительно социального проектирования. Тема у нас с вами обозначена достаточно конкретно, то есть вопрос типичных ошибок, поэтому мы с вами пройдемся по общему блоку, связанному с типичными ошибками при оформлении грантовых заявок, и потом отдельно рассмотрим уже те рекомендации, замечания, которые существуют обычно в конкурсах президентских грантов с точки зрения того, какие ошибки совершаются там. И чтобы нам с вами было удобно, я запущу презентацию. Вы можете эту презентацию увидеть. Надеюсь, что сейчас она появится. Да, вот она появилась. Вот. И мы с вами, собственно, начнем работать. Так, вот, все замечательно. Все у нас запустилось. Всем ли видна презентация? И, опять же, если у кого-то какие-то есть сбои и что-то не видно, я рекомендую вам использовать чат для того, чтобы нас проинформировать. И тогда вот я, не знаю, попрошу либо Александра, либо Любу контролировать чат с этой точки зрения, чтобы можно было, если что, реагировать. Итак, уважаемые коллеги, да, действительно, у нас есть тема, связанная с социальным проектированием, и тема, связанная с тем, как используются социальные проекты, то есть как используется проектный подход для деятельности, связанной с привлечением ресурсов, в частности, для работы в рамках грантовых конкурсов. Грантовые конкурсы – это один из наиболее популярных способов так называемого фандрайзинга, который позволяет привлекать ресурсы именно за счет презентации своих будущих идей. Вот. Но есть масса нюансов, которые определяются конкурсами для участников, и в связи с этим формируют некую цепочку ошибок, которые совершают заявители, когда они претендуют на победу или на получение гранта. Ну, первое, о чем мы, наверное, поговорим, о грантовых конкурсах в целом, о том, какие существуют виды, какие разновидности конкурсов существуют. Принято говорить о 3 видах конкурсов. Первая группа – это конкурсы по отбору некоммерческих организаций. Ну, наиболее распространенные это конкурсы используются в рамках конкурсы областные, региональные, республиканские. То есть, когда речь идет о бюджетных деньгах, и здесь речь идет о том, что с точки зрения бюджетного законодательства правильная формулировка звучит, что поддерживаются не столько социальные инициативы, сколько речь идет о предоставлении субсидий именно некоммерческим организациям. И акцент делается на некоммерческие организации. И в конкурсах по отбору некоммерческих организаций оценивается не столько будущая деятельность, то есть не столько социальный проект, сколько предыдущий опыт организации, ее потенциал, ее возможности. И именно это становится решающим при определении победителя. Вторая группа грантовых конкурсов – это конкурсы, посвященные отбору практик. Но в отличие от социального проекта, планируем вперед. А социальная практика – это то, что уже состоялось. То есть речь идет о том, что это конкурсы проводятся по уже реализованным технологиям, по реализованным проектам. И кроме традиционных оценок, связанных с количественными и качественными результатами, которые уже достигнуты, оценивается в том числе возможность методологического, технологического описания данной практики, возможность ее тиражирования или распространения на другие территории, другие организации. Такие конкурсы начинают в настоящее время появляться все чаще и чаще, потому что уже 20 лет существует грантовая поддержка в России. Уже возникает потребность оценивать, как же были, насколько эффективно были потрачены средства. И речь идет именно о том, чтобы использовать конкурсы и практики для того, чтобы отбирать именно уже успешно реализованные технологии. Конкурсы – это конкурсы по отбору социальных инициатив. То, что всем наиболее известно,
то, что является сегодня наиболее массовым, то есть это конкурсы будущей деятельности, то конкурсы, где организация представляет план мероприятий, направленный на перспективу по реализации какой-либо социальной проблемы, социальной задачи и так далее. То есть